Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день на Якутия-24. НВК Саха. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Да, и мы желаем вам продуктивного начала дня. И прямо сейчас мы расскажем, что для вас сегодня подготовили в нашем выпуске. Но, во-первых, с нашими замечательными гостями сегодня в студии мы поговорим о Пушкинской карте, о Кубке главы Республики Саха-Якутия по классическим шахматам, а также о спектакле «Волшебная флейта», который пройдет в Театре оперы и балета. Ознакомимся с героями рубрики «Моя профессия», «Сад и огород», а также узнаем, как проходят отборочные соревнования на участие в 8-х международных спортивных играх «Дети Азии». Ну и, конечно, дорогие друзья, все самые утренние новости, заряд хорошего настроения сегодня в нашем эфире на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». И также можете отправлять ваши новости на нашу электронную почту. Самые интересные новости, фотографии мы можем даже опубликовать в наших сюжетах. Ну а сейчас, кстати, Вероника, у тебя вот какие ассоциации с зимой? Ну, ты знаешь, ассоциации с зимой самые разные. Вот вчера с утра такая была хорошая погода, днем было солнышко, а в какой-то период опять начался туман. И так раз и вгрустнулось. А потом вспоминаешь, как в детстве ты радовался. Зима, любое время, неважно сколько за окном, вспоминаешь эти шубки, помнишь, еще пояс такой со звездой какой-нибудь, и рукавички, которые мы делали, как собачка, так тянешь ее за Да, кстати, я помню вот эти варежки, привязанные к резинке и продетые по рукавам. Ну, на самом деле, хочу поделиться, что история варежек в России начинается уже, насчитывает немало веков. Считается, что они появились на Руси в 13 веке. Ну, скорее всего, это было раньше, просто носили их только простолюдины. Откуда же появилось это слово «варежки»? Говорят, что оно происходит от словосочетания «варяжская рукавица», или все-таки оно произошло от другого глагола «вареги», то есть «варить», потому что варежки были вязаны, их сначала вязали, потом варили, чтобы они были более плотные. Вот такая история. Казалось бы, предмет гардероба, а историческая значимость. Да, действительно. Но я предлагаю сейчас узнать, нужно ли одевать теплые варежки или перчатки сегодня. Давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, прямо сейчас о погоде. В центре на северо-юге небольшой и умеренный снег. В Жиганске районе ночью местами сильный снег, порывистый ветер местами в Мирнинском, Ленском, Алекминском, Жиганском, Кобяйском, Эвено-Бетальтанском, Верхоянском, Устьянском районах. Достигнет он 15-20 метров в секунду. На побережье Анабарского, Булунского районов до 17-22 метров в секунду. Метели. Температура ночью минус 32, минус 37, на востоке 38-43 градусов мороза. На северо-востоке минус 43, минус 48. В низинах северо-восточного направления 50-55 ниже 0. На юге минус 23, минус 28, на юго-западе 12-17 градусов мороза. Днем минус 23, минус 28, на востоке, северо-востоке минус 28, минус 33. В низинах северо-востока 38-43 ниже 0, на западе 13-18 градусов мороза. На юго-западе местами на юге минус 7, минус 12. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 24, минус 26 градусов. Небольшой снег, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Ну, достаточно тепло. Да, друзья, ну а сейчас, прежде чем предоставить слово нашим коллегам из новостного блока, хотелось бы вас ознакомить с очень важной информацией. 21 января в столице Якутии в результате конфликта после ножевого ранения в грудь в больницу был доставлен 26-летний мужчина. Впоследствии от полученных ранений он скончался. Подозреваемый в убийстве 18-летний молодой человек, а также его предполагаемые сообщники накануне были задержаны региональными силами правопорядка. Следком Якутии завел уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам не реагировать на распространяемые в сети интернет-провокационные сообщения, не поддаваться на призывы к неправомерным действиям, а также воздержаться от публикации репостов и пересылки непроверенных сообщений. Также стоит напомнить, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет за собой уголовную ответственность. Ну а сейчас наш блок новостей. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Правительство России проработает и утвердит стратегию демографической и семейной политики до 2030 года. В течение года текущего это является одной из задач плана проведения года семьи, инициированного президентом Владимиром Путиным.
Оргкомитет представил ключевые мероприятия года перед участниками форума «Родные, любимые», которые проводят на международной выставке в форуме «Россия». Так, при разработке стратегии будут учитывать уже реализованные меры, лучшие корпоративные практики, программы по улучшению жилищных, трудовых условий для родителей, воспитывающих детей. В нашей стране 24,5 миллиона семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей. Онкоцентр в Якутске готов к открытию. Объект построили по поручению президента Владимира Путина по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения. Сейчас в медучреждении завершается монтаж оборудования. По информации руководителя Центра лучевой диагностики онкодиспансера Майи Тихоновой, в учреждении установили современнейшее оборудование, в том числе самый передовой спектральный 260-срезовый компьютерный томограф. А всего в расположении врачей 1880 единиц медицинского оборудования. Из тяжелого оборудования предусмотрены магнитно-резонансные компьютерные томографы, рентген-комплекс, ангиографическая установка. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников провел совещание по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году план строительства дорог 175 километров. Из них 31 километр по городу Якутску, остальные – это региональные дороги. С подрядными организациями рассмотрен вопрос поставок инертных материалов. В этом направлении планируется совместно работать с предприятием «Якутцемент». Также дано поручение всем организациям, чтобы в сезон строительства по таким вопросам не возникало проблем. Есть вопросы по карьерам, которые у нас есть во время этих работ. И по этим планам у нас по карьерам вопросы подрядные организации не озвучили. Это очень хорошо, потому что в былые годы постоянно вопросы возникали именно как раз вот по этому вопросу. Конечно, есть вопрос в части при прохождении и при решении данных вопросов согласования с федеральных структур, в частности, Министерство природных ресурсов и Министерство обороны. МЧС проводит усиленную профилактическую работу среди населения республики в рамках межведомственной акции «Безопасный лед». Мероприятие организовали совместно с представителями органов местного самоуправления, общественных организаций, пожарно-спасательных формирований и СМИ при содействии органов правопорядка и прокуратуры. Проводят совместные рейды патрульных групп в местах несанкционированного выезда транспорта на лед. Улусный фестиваль движения первых стал открытием учебного года для молодежных движений всех 11 учебных заведений горного района. Семинары, тренинги и игровые практики прошли на базе Улусной гимназии с участием более 100 учеников старших классов. Активность молодежи, их инициативы организаторы фестиваля отметили на семинаре-совещании с главой горного Улуса Никитой Андреевым. Деловая игра на площадке спортзала дала школьникам знания в таких областях, как культура, туризм, а также патриотическое воспитание. Особенно рады такому формату юные участники, ведь это повод пообщаться с единомышленниками и проявить себя. Радует, что для наших детей очень волнует общее состояние не только нашего Улуса, но и республики в целом. Они хотят, чтобы дети всей республики были патриотами своей родины. День Дальнего Востока и Арктики сегодня, 24 января, проведут на выставке «Россия» на ВДНХ. Организуют экспертные сессии, дискуссии, лекции, посвященные стратегически важным регионам государства, развитие которых определено президентом страны Владимиром Путиным как приоритет на весь 21 век. Сообщается, что программа дня включает несколько тематических блоков, экспертные сессии, на которых обсудят достижения и развитие добычи полезных ископаемых, рыбного промысла, логистики, нефтегазохимии, строительства, туризма, космоса и Северного морского пути. Также на ВДНХ подпишут соглашение о реализации новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике в сферах сельского хозяйства, жилищного строительства, промышленности, авиастроения. Но мы продолжаем делиться хорошими новостями. 1 января 2024 года обновился баланс Пушкинской карты. И он вновь составляет 5000 рублей. С помощью карты можно оплачивать билеты в музеи, филармонии, театры и кинотеатры по всей стране. Подробнее о Пушкинской карте и о том, где ее использовать, нам расскажет специалист клиентской службы Центра «Мои документы» Роман Сибиряков. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро, Роман. Расскажите нам и нашим телезрителям, что такое Пушкинская карта. Пушкинская карта – это совместный проект Министерства культуры, Минцифры и Почта банка.
благодаря которому можно бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, библиотеки и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Участниками являются молодые люди от 14 до 22 лет включительно. Деньги поступают на карту «Мир». В этом году номиналом, так же как и в прошлом, является 5000 рублей, 2000 из которых можно использовать в кинотеатрах, которые включены в эту программу «Пушкинская карта». На территории республики какие объекты культуры включены в Пушкинскую карту? По данным, которые можно посмотреть на сайте kultura.rf, там есть список мероприятий, там есть музеи, кинотеатры, библиотека даже есть, филармония вот наша есть. Можете посмотреть вот весь список на сайте Kultura.rf, как я сказал, или в приложении госуслуги.культура. А есть ли какие-то показатели у Пушкинской карты за прошлый год? За прошлый год, по данным Почта банка, привлечена молодежь где-то 58%. Это очень хороший показатель. А в числовых это где-то 71 тысяча карт уже передано молодым людям. То есть активно пользуется Да, молодежь. есть так. Насколько это удобно? Вы, может быть, сами воспользовались или провели Честно опрос? говоря, не использовал его, но, видимо, удобно. Приходят часто. А где и как можно оформить данную карту? Перед тем, как вообще оформить карту, нужно, чтобы у вас были госуслуги зарегистрированы и учетная запись, чтобы была подтвержденная. Подтвердить учетную запись вы можете во всех офисах «Мои документы». Для этого нужен паспорт, СНИЛС и телефон обязательно. А так, в госуслугах можно зарегистрироваться с 14 лет, как получили паспорт. Вот, если у вас есть регистрация, подтвержденная учетная запись, то нужно скачать на телефон еще одно приложение «Госуслуги Культура». Но не волнуйтесь, не нужно создавать еще один аккаунт. От госуслуг логин, пароль подходит туда, заходите, регистрируйтесь, и в самом верху экрана есть такая кнопка «Выпустить карту». Выпускаете карту в течение дня или пару часов, она выпускается, она виртуальная. Если хотите, чтобы была пластиковая, как обычная карта, можно обратиться в Почту банк с паспортом и СНИЛСом, и тогда эту пластиковую делают. Часто бывают вопросы, обязательно ли делать эту пластиковую карту. Сразу отвечаю, что нет, виртуальная и пластиковая, они равносильны. Какой лимит у этой карты был в прошлом, изменился сейчас, и как он обновляется, то есть сколько он действует? Лимит есть такой. В прошлом году он был 5000, в этом тоже так же 5000. В начале года вам его предоставляют 5000, и в течение года вы должны его тратить. То есть, если у вас в конце года, в декабре осталось, допустим, 3000, нету такого, что она суммируется к следующему, она сгорает. То есть это сгорает. То есть нужно успеть воспользоваться в течение года. То есть на год дается 5000 рублей. А можно ли, допустим, свои личные средства положить на Пушкинскую карту? Нет, именно который... Она только Ну и, может быть, ваши пожелания нашим телезрителям? Телезрители, доброе утро. Всех с наступившим Новым годом. Желаю вам счастья, добра, здоровья. Если у вас есть вопросы по Пушкинской карте, или не только по Пушкинской, можете обратиться в наши офисы «Мои документы». Мы вам поможем, мы вас ждем. Спасибо. Спасибо большое, что пришли, за полную информацию. Надеюсь, что молодежь воспользуется обязательно. Спасибо. Друзья, вчера был, кстати, хотелось бы отметить, Международный день пирога, а сегодня Международный день эскимо. По самой распространенной версии появления этого десерта автором является кулинар-кондитер Христиан Нельсон, который придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого и назвал его эскимо-пай, пирожок эскимоса. Это произошло в 1919 году, а еще через 3 года он получил патент на свое изобретение. Но какие еще даты и события связаны с сегодняшней датой, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 24 января. Сегодня отмечают Международный день образования, Международный день эскимо. По народному календарю Федосеев день. Считалось, что морозы в этот день к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Этот день в истории. В 1606 году официально объявлено о переносе столицы Испании из Вадальида в Мадрид. В
В 1848 году, 24 января, началась калифорнийская золотая лихорадка – незаконная массовая добыча золота. В 1931 году в этот день основан цыганский театр «Ромен». В 2003 году создан Национальный филармонический оркестр России. В этот день родились Пьер Бомарше, французский драматург и публицист, Эрнст Гофман, немецкий писатель, композитор, художник, Елизавета Алексеевна, русская императрица, супруга Александра I. Дмитрий Ушаков, русский филолог, советский языковед, член-корреспондент Академии наук СССР. Михаил Ром, советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. Валерий Ободзинский, советский эстрадный певец, тенор, заслуженный артист Марийской АССР. А также Юрий Башмет, советский и российский альтист, дирижер, педагог, народный артист СССР. Лариса Габышева, музыкант, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Именины отмечают Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор. Всем доброго утра, кто к нам сегодня присоединился прямо сейчас. Скажи, пожалуйста, Руслан, а ты вот начиная с чашки кофе, вот как, или с аристократа, там, бутерброд с икрой, что-нибудь еще интересное? Нет, ну, всегда по-разному. Я так не сторонник как-то все время начинать там день с яичницы, с чашки кофе. Ну, кофе, я бы сказал, 80%. Это начало моего утра. Ну, а я вот предпочитаю чай. Кстати, регулярное умеренное потребление зеленого чая снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышает иммунитет. Об этом в Москве-24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По ее словам, черный ферментированный, а также зеленый или белый неферментированный чай имеют множество полезных веществ в составе: витамин В1, В2, провитамин А, минеральные вещества, органические кислоты, а также элементы, обладающие высокой антиоксидантной активностью. Однако содержание кофеина в стакане зеленого чая некоторых сортов может быть сопоставимо даже с чашкой кофе, то есть очень много. Специалист подчеркнула, что избыточное потребление кофеиносодержащих напитков, в том числе и чая, может оказывать неблагоприятное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы, а также могут негативно влиять на функцию органов желудочно-кишечного тракта и усвояемость некоторых пищевых веществ, в частности железа. Наиболее полезен свежеприготовленный напиток, в нем содержание биологически активных веществ выше. Однако польза чая снижается, если добавлять в него сахар, жирные сливки, варенье. В качестве полезной альтернативы сладостям в чай можно добавлять различные свежие сушеные или замороженные ягоды и фрукты. Это позволит сделать вкус напитка более разнообразным и интересным, поможет отказаться от сахара и дополнительно обогатит рацион полезными пищевыми веществами, заключила Стародубова. Ну скажи, пожалуйста, вот появилось желание заменить кофе на чай? Нет, ну в целом я абсолютно согласен. Вообще мне вот зеленый чай импонирует, да, то есть особенно вот жаркий день, когда, да, можно попить, и вот такое ощущение какой-то вот гармонии создается, вот именно в желудке, я бы так сказал. Не знаю, я больше, наверное, предпочитаю даже, знаешь, не зеленый чай, а скорее травы, вот разнотравье. Мне особенно нравятся наши якутские такие варианты сборов, да, они очень приятно пахнут, часто с хвойными какими-то нотками, и получается такое ощущение тепла, знаешь, уютный вечер возле костра, камина. Вот, мне кажется, травы в этом отношении немножко лучше чая. А зеленый чай меня всегда смущало сложностью заваривания, то есть у него там ограничения по температуре, если это листовой, я имею в виду. Поэтому это как-то сложно. Но я на это не обращаю внимания. Как черные, так и зеленые. Вот, кстати, продолжая тему ароматов, а ты знал, что есть люди, способные видеть запах розы? Ну, в том числе запах чая. Видеть глазами? Какой-то запах? Вот они чувствуют запах и прям видят, представляешь? Нет, как-то представить не могу. А вот, оказывается, есть. Синестезия – это нейрологический феномен, при котором ощущения, исходящие от одного органа чувств, также проявляются в другом. Синестеты могут видеть запахи, слышать цветы, буквы и цифры для них тоже имеют оттенки. И в нашем следующем сюжете мы узнаем о том, как видят ароматы. Доброе утро! Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. Сегодня я вам хочу рассказать об одном очень интересном феномене, о котором, возможно, вы не слышали. Когда-нибудь вы встречали таких людей, которые могут вам сказать, что запах розы, например, очень громкий? Или, например, запах дерева как будто шершавый по ощущениям.
Этот феномен называется синестезия, и он объясняется тем, что один орган наших чувств передает сигналы другому, и вы можете, например, видеть цвет запаха или, например, ощущать его тактильно. Например, если мы возьмем запах ванили, который всем нам знаком, который очень уютный, напоминает нам о доме, о булочках, о чем-нибудь сладком. И если мы его послушаем, то синестет может четко сказать, что этот аромат бежевого цвета, что он гладкий и, например, тихий. Или, например, возьмем противоположный аромат, это ладан. Ладан может быть для синестета, например, черным. Он может звучать немного так драматично, в тональности, например, какой-то минорной. Это очень интересное явление, и попробуйте проверить себя, своих близких, спросить у них, а какого цвета запах, например, чего-то простого, например, апельсина, и что вам они скажут. Проверьте, синестеты ли вы или ваши близкие. Уникальная способность, хотя вот говоря о апельсинах, мне кажется, у всех оно все равно ассоциируется в первый момент с Новым годом. Да, абсолютно верно. Мандарины, апельсины, цитрусовые. Да. Ну, мозг человека, он удивительный. Я вот сколько читаю о том, что можно развить его способности, ну, наверное, это все-таки правда потрясающе, если этим заняться. Да, действительно. Ну и в целом, мне кажется, вот сам по себе вот мозг, да, как часть тела, нужно тоже держать в тонусе. Знаете, что ученые назвали способы сохранить молодость мозга до глубокой старости и назвали активность секретом долголетия. Большинство долгожителей, которые до глубокой старости сохранили острый ум, имеют несколько общих привычек. Дженнифер Эйлшир из Университета Южной Калифорнии рассказала, что когда она спрашивала людей старше 85 лет о секрете их долголетия, они называли самые разные вещи. По ее словам, для одних рецептом долгой жизни был отказ от любых пороков, кто-то до глубокой старости вел успешный бизнес, а другие много лет были на пенсии. Я полагаю, что общим знаменателем для всех являлось то, что большинство из них были социально активными или участвовали в постоянной значимой деятельности, говорит исследователь старения. Изучая образ жизни долгожителей, ученые пришли к выводу, что сохранить молодость мозга помогает не только социальная, но и физическая активность. Речь идет не столько об упражнениях и спорте, сколько о желании двигаться, гулять или чем-то заниматься, например, садоводством. Также эксперты назвала эффективным способом оставаться активным в старости постоянно тренировать ум. По ее мнению, никогда не поздно выучить новый язык или научиться играть на музыкальном инструменте. Также огромное влияние на старение мозга оказывает стресс. Чтобы сократить это воздействие, нужно по возможности избегать ситуаций, которые вызывают тревогу, страх и сильные негативные чувства. По мнению ученых, не стоит заниматься делами, которые не приносят удовольствия или чувства удовлетворения. Ну, вот что касается мозга, мне кажется, вот это такое часть тела человека, которая очень много может выдержать на самом деле, да, и резкое какое-то влияние на него сложно как бы ощутить. То есть это должно быть какое-то длительное воздействие, вот в отличие, например, от, ног. Да, то есть ты надел неудобную обувь и сразу почувствовал, что ее натер, и появилась мозоль. Ну, на самом деле, да, я с тобой абсолютно согласна. Я считаю, что вообще вот тренировка ума, да, развитие себя, саморазвитие, это очень повлияло на степень долгожития. То есть на данный момент долгожителей же увеличивается количество. И я считаю, что это не только медицина этому способствует, но и возможность в возрасте путем удаленного общения, удаленной занятости. То есть сейчас старшее поколение, оно может прям вот активно участвовать в социальной жизни путем социальных сетей, то есть находить там одноклассников, общаться с родственниками. И это все, мне кажется, способствует тому, что наши родители, наши дедушки, бабушки, они все-таки остаются с нами. Да, абсолютно верно, но я думаю, в любом случае нужно бережно относиться к своему организму. Вот, например, существуют опасные последствия ношения обуви не по размеру. Физиолог Ирина Лялина пояснила, что чересчур тесные или свободные туфли или ботинки могут привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, возможной деформации стопы,
головы, искривление пальцев, а также боли в спине из-за неправильного распределения веса. Кроме того, Лялина подчеркнула, что обувь не по размеру повышает опасность вывиха голеностопного сустава из-за неустойчивого положения ноги. В заключение специалист уточнила, что обувь правильного размера, независимо от времени года, должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше длины самой стопы. Ну, да, я абсолютно согласна. Я даже вот задумалась, что даже сидеть на высоких каблуках оказывается не так удобно, как хотелось бы, зато очень красиво. Ну, вообще, одежда по сезону – это очень всегда актуально. Нужно выбирать не только модную, красивую, нарядную, но и удобную одежду, которая соответствует времени года, чтобы защитить свой организм. В нашей постоянной рубрике «Мой доктор» мы сейчас узнаем об этом подробнее. Доброе утро. В холодное время года существенно возрастает риск обморожения. Это повреждение тканей, которое возникает при воздействии низких температур. Чаще всего травмируются нос, уши, щеки, а также верхние и нижние конечности. Практика показывает, что существенный процент подобных случаев происходит с лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Однако существуют и другие предпосылки, способствующие поражению клеточных структур. Нужно четко понимать, что делать при обморожении, чтобы максимально быстро облегчить состояние пострадавшего и предупредить негативные последствия. В первую очередь важно согреть его в теплом помещении. Согревание должно быть не резким, а постепенным, очень медленным и желательно пассивным, без прямого воздействия на пораженные участки. Нельзя растирать отмороженные места ни руками, ни подручными средствами. Следует закутать человека в плед, если он переохладился в целом, или наложить на пострадавшую часть тела несколько слоев термоизолирующих материалов. Обмороженную конечность допускается согревать в ванне при постепенном повышении температуры воды с 20 до 38 градусов, при этом осторожно массируя кожу. Стоит давать обильное теплое питье, например, чай с сахаром, компот, морс. Конечно, очень полезно знать, какая помощь при обморожении позволит облегчить состояние и предупредить осложнения. Однако крайне важно соблюдать простые профилактические правила, которые могут предупредить это опасное явление. Не употреблять алкогольные напитки на холоде. Спиртосодержащая продукция приводит к обильной теплопотере. Кроме того, человек не может нормально сконцентрироваться на ощущениях и оценить свое состояние. Не выходить на мороз с влажными волосами и кожей в мокрой одежде. Избегать курения на морозе. При курении ухудшается периферическое кровообращение, и конечности становятся более восприимчивыми к холодовому воздействию. Надо обязательно носить комфортную одежду, не стесняющую движений. Не выходить на улицу в морозную погоду без шарфика, без шапки и перчаток. Не носить в мороз металлические украшения, которые не закрываются одеждой. Не снимать обувь на улице при отморожении. Ноги распухнут, и потом на них ничего не получится надеть. Важно сначала оказаться в прогретом помещении. Почувствовав переохлаждение или замерзнув, надо быстро зайти в тепло. Будьте здоровы, берегите себя. Ну а далее тему медицины мы продолжим рубрикой «Моя профессия», где поближе познакомимся с профессией инструктор ЛФК. Доброе утро. Меня зовут Спиридонова Людмила Дмитриевна. Я работаю инструктором лечебной физкультуры в Центре протезирования «Ортомед Плюс». Мы здесь занимаемся протезированием, а именно инструктор. Как инструктор я провожу дистанционную работу с момента выписки из стационара и до протезирования. Помогаю нашим пользователям провести лечебную гимнастику, противоотечную терапию. Также подбираю комплекс упражнений для укрепления всего организма и готовлю к протезированию. Инструктор лечебной физкультуры
должен обладать такими качествами, как коммуникабельность, в первую очередь, чуткость, внимание и, наверное, важную роль имеет терпение. Так как у нас пользователи, человек, практически здоровый человек, теряет ту или иную конечность, и, конечно, для него это большой удар психологический и физический. Поэтому просто инструктор обязан помочь вернуться, восстановиться к обычной активной физической форме. Я пришла в эту профессию, окончив Якутское медицинское училище, проработала в разных учреждениях и уже, можно сказать, в общей сложности инструктором я работаю больше 30 лет. Очень благородная профессия, очень значимая, необходимая людям. Но мы продолжаем, и к новостям. Этим летом в столице республики пройдут 8-й международные игры «Дети Азии». И уже сейчас в районах республики проходят отборочные этапы для участия в соревнованиях. 3 золотые медали в копилке воспитанниц культурно-спортивного комплекса «Алроса». В Хабаровске на первенстве Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике Якутию представляла Кристина Халимуллина. В беге на 400 метров девушка заняла 2-е место, а на дистанции 200 метров выиграла золото и установила личный рекорд – почти 27 секунд. После удачных выступлений в городе Хабаровске на Дальневосточном федеральном округе мирнинская спортсменка, воспитанница КСК Кристина Халимуллина планирует выступить на первенстве России до 18 лет в конце января, которое пройдет в городе Ульяновске в составе сборной Республики Саха-Якутия. На первенстве республики по боксу воспитанницы КСК Виктория Будинова и Вероника Белоглазова во всех боях одержали победу. Девушки завоевали путевки на первенство Дальнего Востока в составе сборной Якутии и на международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут этим летом в Якутске. Но россиянка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам «Рапиду» в Самарканде. Более подробно, как прошла игра, давайте посмотрим в следующем материале. На кадрах, записанных 28 декабря, спортсменка разыгрывает решающую партию турнира и получает золотую медаль. А на видео, снятом в воскресенье 14 января, девушка проводит тренировку с исполнительным директором городской федерации шахмат Владимиром Быковым. В формате быстрых шахмат каждому игроку дается от 10 до 60 минут на партию. Наиболее распространенный вариант – 15 минут плюс 10 секунд за каждый ход. Чемпионат мира проходил в Узбекистане, в Самарканде. Это 2-я моя поездка в Узбекистан. Первая тоже была в 2023-м. Я удачно сыграла женский турнир, поэтому можно сказать, что счастливая для меня страна. К этому достижению 31-летняя спортсменка шла практически с самого детства. Шахматы она освоила в 3 года благодаря отцу, а профессионально начала заниматься в 10. Все началось благодаря папе. Папа с детства много очень со мной занимался. Уже в 3 года я умела играть. Есть правило, что там 10 тысяч часов надо потратить в любой деятельности, чтобы стать профессионалом. Конечно, я потратила намного больше. Можно сказать, что вся моя жизнь посвящена была шахматам. Поэтому удалось достичь такого успеха. В последнее время Анастасия больше занимается тренерской деятельностью. Все было не зря. То есть шахматы, профессиональный спорт отнимает много сил, здоровья, эмоций, энергии. Это, в принципе, как положительные эмоции, так и отрицательные, какая-то жертва. 2 последних года я много стала тренировать детей, взрослых, то есть немножко отошла от профессиональных шахмат. Но после триумфа на первенстве в Самарканде она вдохновилась на новые профессиональные достижения. Поэтому и сейчас она активно готовится к предстоящим турнирам.
Но в эти дни в Якутске проходит Кубок главы Республики Саха-Якутия по шахматам. Этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Турнир проводится в республике во второй раз и в этом году станет вторым этапом по счету из 15 запланированных на 2024. И более подробнее об этом мы сейчас поговорим с нашим гостем студии. Это Михаил Витальевич Крюков, главный судья Кубка главы Республики Саха-Якутия, этапа Кубка России по классическим шахматам среди мужчин, судья всероссийской категории, международный арбитр, почетный спортивный судья Российской Федерации. Доброе утро. Здравствуйте. Михаил Витальевич, расскажите, пожалуйста, нам о вашем судейском опыте. Сколько лет вы работаете судьей и почему именно выбрали эту профессию? Ну, скажем так, сегодня, в этом году исполнится в марте месяце 40 лет, как я сужу соревнования, российские соревнования. Первые соревнования я прекрасно помню. Это было с 21 по 30 марта в городе Анапе, 1984 год. Чемпионат РСФСР на приз клуба «Белая ладья», полуфинальные соревнования. Это судейский опыт. А когда вы, помните ли вы свою первую партию в шахматы? Первую партию в Доме пионеров. Раньше через Дом пионеров, через вот это горнило Дома пионеров проходили практически все шахматисты. Первый турнир, как сейчас помню, в 5 классе я пришел. Раньше все-таки не с 3-4 лет начинали обучение. Вот. В первом турнире из 17 возможных я набрал 1,5 очка, но не бросил. В общем-то, и постепенно начал заниматься. Особых, в общем-то, высот-то я не добился. Кандидат в мастера спорта СССР. Ну, это тоже значимо. Вот, как это не особый да, высот. В общем-то, да. Вот. А судить потихонечку начал судить. И вот, в общем-то, я могу сказать, я практически судил все соревнования, которые возможны, начиная с чемпионатов мира, гран-при, кубки мира по шахматам и прочее. Вот сейчас показывали у вас по телевидению Настю Боднарук. Вот, в 2000 году, да, она 92-го года, в 2000 году я ее короновал, она стала чемпионкой страны среди девочек до 10 лет. До 10 лет. До 10 лет. Ей было действительно одна из самых юных. Вот. А в 99-м году Валю Гунину мне пришлось короновать. Ну, это серьезно, да. Вот. Такие знаменитые спортсменки. Ну, девочки вот уже большие, молодцы. Ну а как вы оцените развитие шахмат вообще в Российской Федерации, в Якутии, вот как Кубок главы? Ну, скажем так, Россию как шахматную державу никто никогда не отменял. В Якутии шахматы были давно. Вот, в частности, сын первого якутского мастера принимает участие в Кубке России у нас. Это Владимир Миндеевич Топыров. Вот. Молодец, играет. Ему, скажем так, не 18 лет, он уже, но играет, и, в общем-то, класс якутских шахматистов, в общем-то, он достаточно высокий, что можно говорить что-то, нынешние кубки, которые хорошо, что они стали традиционными, они это показывают. Вчерашний первый тур об этом говорит. Уже есть сенсации в пользу. Поподробнее можете рассказать? Ну, вчера, в партии обыграли гроссмейстера, обладателя Кубка страны Алексея Придорожного. Василий Романов обыграл. Вот. И с Галиной Николаевной Струтинской, чемпионкой мира среди ветеранов, ничья была зафиксирована. Ну, нормальные эти результаты, хорошие результаты. Я очень надеюсь, ведь, в принципе, вот эти кубки главы
республики – это своеобразные интеллектуальные инвестиции в интеллект Якутии, и они очень помогут для дальнейшего совершенствования шахматистов. А как вы считаете, какими качествами должен обладать шахматист и что в итоге ему могут дать шахматы в будущем? Шахматы могут дать очень много. Но многие говорят, шахматы это развивает память, логику, мышление и прочее, прочее. Ну, я могу сказать, отдельно логику можно не только шахматами развивать, мышление не только. А вот в комплекс мер, шахматы это, в общем-то, такой инструмент для развития вообще личности, Значит, человек способен анализировать свои шаги, просчитывать, на несколько ходов вперед, что будет, что произойдет дальше. Вот. И еще раз говорю, прикладное значение, оно значительно выше, чем даже вот профессиональный рост шахматиста. В жизни шахматы пригодятся всегда. Всегда пригодятся. Михаил Витальевич, сейчас есть возможность обратиться к участникам турнира, может быть, ваши пожелания. Ну и к тем, кто будет начинать играть в шахматы. Начинающим шахматистам. Ну, значит, обращение простое. Играйте в шахматы, занимайтесь шахматами. И вот я одно могу сказать. Вот после того, как Владимир Анатольевич Егоров стал президентом шахматной федерации Якутии, значит, вот еще раз говорю про импульс, который, значит, вот эти два турнира, они, это уже традиция. Вот. Могу сказать, что, так сказать, вот мне доводилось судить в Якутии и дети Азии, шахматная часть детей Азии. В этом году, во время, вот, в июле, параллельно детям Азии будет проходить Кубок Азии по решению шахматных композиций. Это значимое соревнование. Это, кстати, будет впервые в России вообще. Ничего себе. Впервые в России. Пока в России чемпионатов Азии, Кубков Азии пока не было. Ну, я думаю, Якутия сделает свой первый ход. Замечательной традиции. Спасибо большое, что пришли в гости. Желаем успешного проведения турнира, чтобы все прошло на высоте, и ждем новых побед. Спасибо вам большое. Спасибо. Успехов. Друзья, ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Якутия возглавила список по числу сделок, заключенных по программе «Дальневосточная ипотека». На территории республики выдано более 21 тысячи ипотечных кредитов на сумму 103 миллиарда рублей. А всего по России зарегистрировано более 80 тысяч ипотечных кредитов за 4 года действия программы. По словам министра строительства республики Виктора Романова, за прошлый год улучшить жилищные условия по дальневосточной ипотеке смогли более 8880 якутских семей. Выдано кредитов на сумму 47 миллиардов, в том числе для целей индивидуального жилищного строительства 19 миллиардов. Таким образом, Якутия стала лидером по выдаче дальневосточной ипотеки, обойдя Приморье. Более 95% всего угля Якутии добываются в Нерюнгринском районе. В южных воротах Якутии, так нередко называют район, вырабатывается практически 1/3 всей электроэнергии, сообщает Саха-Якутия-Стат. На начало прошлого года в районе проживало 69 тысяч жителей, из которых в Нерюнгри поселка городского типа 67 700 человек. Кроме того, Нерюнгринский район – важный транспортный узел республики. Через него проходит федеральная автомобильная дорога А-360 Лена, связывая Якутию с Амурской областью. С Нерюнгринского района началась и история железнодорожного транспорта в Якутии. Средняя цена авиаперелета в эконом-классе по России в минувшем году выросла на 22%. По данным Росстата, в декабре она достигла отметки 7,5 тысяч рублей за 1000 километров полета. Рост цен на пассажирские авиаперевозки, особо востребованные в новогодний период, объяснялся увеличением расходов на топливо и обслуживание авиапарка.
Чтобы сгладить все негативные последствия санкций, авиаотрасли в позапрошлом году были предоставлены беспрецедентные 170 миллиардов субсидий. При этом, благодаря субсидированию авиаперевозок на Дальнем Востоке, стоимость билетов в октябре выросла на 10% к прошлому году. Омиконская активная и талантливая молодежь готовится к участию в 4-м молодежном фестивале «Мусустар», который в этом году проводится под эгидой Года семьи в России, Года детства в республике. У омиконцев есть опыт участия в фестивале. В этом году впервые планируется выезд делегаций в полном составе и участие во всех конкурсах. На муниципальном уровне проводят онлайн, мини-фестивали, и все, кому посчастливится пройти отбор, станут участниками интересного и яркого республиканского мероприятия, встретятся с участниками из других районов. Из 13 треков молодежного фестиваля «Мусустар» на сегодняшний день у нас сформированы списки участников по 7 трекам. Остальные 6 треков в списке участников формируются. До конца января у нас будет прием заявок. Окончательный список участников будет утвержден в конце января. И надеемся, что наша делегация покажет хорошие результаты на молодежном фестивале «Мусустар», который состоится в Якутске с 16 по 17 февраля. Кубок главы Якутии по шахматам. Этап Кубка России среди мужчин стартовал в Якутске. Крупный старт проводится второй год подряд. Он стал традиционным по инициативе главы республики Айсена Николаева. В этом году турнир собрал более качественный состав, среди которых 6 международных гроссмейстеров. Одним из фаворитов также считается 18-летний Алексей Гребнев. Он находится в шаге от нормы международного гроссмейстера. 2 месяца назад победил на чемпионате мира среди юношей. Президент России Владимир Путин отмечал важность шахмат в мировой культуре и подчеркивал необходимость их развития во всей стране. У нас участвует один из самых перспективных молодых российских шахматистов Алексей Гребнев, который выиграл чемпионат Азии, выиграл чемпионат мира в прошлом году в молодежные. И на российских турнирах тоже очень здорово отличался. У нас играет чемпионка страны Баира Кованова. У нас играет обладатель Кубка России по рапиду и по классике Алексей Придорожный. И еще целый ряд очень маститых гроссмейстеров, например, Дмитрий Кокарев. Поэтому планка в этом году очень высокая, и действительно можно сказать, что наиболее знаковые фигуры собрались на этот турнир. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Дорогие телезрители, разрешите вас ознакомить с очень важной информацией. 21 января в столице Якутии в результате конфликта после ножевого ранения в грудь в больницу был доставлен 26-летний мужчина. Впоследствии от полученных ранений он скончался. Подозреваемый в убийстве 18-летний молодой человек, а также его предполагаемые сообщники накануне были задержаны региональными силами правопорядка. Следком Якутии завел уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Правоохранители настоятельно рекомендуют гражданам не реагировать на распространяемые в сети интернет провокационные сообщения, не поддаваться на призывы к неправомерным действиям, а также воздержаться от публикации репостов и пересылки непроверенных сообщений. Стоит напомнить, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет за собой уголовную ответственность. Но мы продолжаем. Более 500 семей из Якутии зарегистрировались в федеральном проекте «Всей семьей». Проект стартовал в начале 2024 года, объявленного президентом Владимиром Путиным Годом семьи. Инициатором выступила общественная организация «Я помогаю детям». Принять участие может любая семья из любого региона России. Для этого нужно сначала зарегистрироваться на сайте всейсемьей.рф или в одноименных группах в социальных сетях ВК и ОК. Раз в неделю всем вместе, всей семьей нужно выполнять несложные задания. Нарядить елку, прокатиться с горки, сфотографировать это все и опубликовать фото в своих социальных сетях. Обязательно использовать хэштег проекта «Всей семьей». Организаторы подготовили для участников множество призов, а в конце марта состоится финал, в рамках которого разыгрывают 100 семейных путевок по России.
Ну а в завершении нашего выпуска сегодня у нас в гостях Екатерина Захарова, ведущая солистка оперы, отличник культуры Республики Саха-Якутия, лауреат и дипломант международных конкурсов. Ну а поговорим мы сегодня о спектакле, который пройдет уже сегодня в Театре оперы и балета. Спектакль «Волшебная флейта». Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, как прошла длинная новогодняя неделя, какое у вас настроение? Ну, наконец-то этот год Новый год встретили в Амге у своей мамы, всей семьей. Но как таковой я не отдыхала, потому что я готовила сольный концерт рождественский, который прошел 7 января в Амгинской детской школе искусств. Ну, то есть вы еще и занимаетесь такими замечательными мероприятиями. Как прошел концерт? Ну, скажу, достаточно хорошо. Да. Люди посетили концерт. Несмотря на жуткий холод 7 января, они самоотверженно пришли слушать классическую музыку. Надо отметить, что вообще люди творческой профессии, они работают, когда все отдыхают. То есть тут тоже есть такие нюансы. А скажите, Екатерина, как вы пришли в театр? Как началась ваша карьера? Ну, вообще, мечта стать оперной певицей во мне заложилась в 5 лет, может быть, еще и раньше, просто насколько я себя помню. Да. Да. И с тех пор я начала учиться музыке и идти к своей цели, к своей мечте стать оперной певицей. Я прошла обучение в музыкальном колледже, далее поступила в Новосибирскую государственную консерваторию, и в 2013 году после ее окончания я начала свое служение искусству музыки в нашем оперном театре оперы и балета. Ну, достаточно целеустремленно так, то есть с малых лет и до сегодняшнего дня. Вы отличный пример для подражания. Скажите, пожалуйста, а повседневной жизни, вот всегда хотела спросить, как вы поддерживаете голос? И вообще напеваете ли вы что-нибудь, ну, просто так для себя? Ну, да, конечно. Вокал, пение — это само собой разумеющееся. Это то, что меня сопровождает во всей моей жизни, в повседневной жизни и в работе. То есть, ну, как работа? Работа — это вообще вот пение, вокал — это вся моя жизнь, она и есть работа, да? Для тех, кто... Ну, для нашей профессии, возможно, это просто как работа, настолько нам нравится, да, что она превращается во всю нашу жизнь, это хобби, да, вот наше увлечение, это все связано с работой. Да. А скажите, вы живете в многоквартирном доме или в частном? Да. А дома бывает, что репетируете? Нет, дома я не репетирую, дома я учу. Я занимаюсь выучкой текста, да, прослушиванием разных вариантов, постановок разных вариантов. То есть я слушаю, учу и смотрю. И приобщаете соседей к тому же потихонечку. Да. Скажите, пожалуйста, какие сейчас постановки есть интересные? Вот, например, «Волшебная флейта». Что это за постановка? Что мы увидим? Кто участвует? «Волшебная флейта» — это достаточно легкая для восприятия опера, да, в жанре зингшпиль. Зингшпиль — это такой германо-австрийский народный музыкальный драматический жанр, который сопровождается речью и вокалом. Поэтому для зрителя, это, для восприятия, даже вот для новичка, да, достаточно такой легкий спектакль. Ну и, конечно, вот изумительная, великолепная музыка Моцарта, да, в сопровождении с игрой актеров, артистов и пением, это, конечно, это нельзя пропустить, потому что «Волшебная флейта» у нас была последний раз достаточно давно, примерно 4-5 лет назад. Скажите, пожалуйста, какую роль вы исполняете и кто в составе? Сегодня я никого не исполняю, но вообще я пою роль Памины. Это дочка царицы ночи, которая вот такая лирическая роль, которая влюбляется потом в принца Тамина, который пришел ее спасать по велению царицы ночи. Вот. И опера, она как бы переплетает вот лирическую линию, любовную линию Тамина-Памина вместе с комедийными персонажами, такими как Монастатос, Папагена, ну и, конечно,
самые популярные номера, да, самые популярные мелодии этой оперы. Например, такие как ария «Царицы ночи», которую, наверное, знают все от мала до велика. Ну да. Вот. И, кстати, советую посетить спектакль именно сегодня, потому что будет возможность послушать, увидеть солистку Мариинского театра, лауреата международных конкурсов. Вот. Приглашенная Да, гостья. приглашенная гостья у нас будет. Ну, здорово. Обязательно постараемся сходить. Да. А скажите, вот кто является постановщиком и сколько людей будет задействовано в постановке? Постановщик, режиссер Прокопий Неустроев. Спектакль, казалось бы, небольшой, но в нем участвует практически вся труппа. Да? Там солисты, сколько, ну, около 10 человек солистов и хор. Ну, то есть все задействованы, получается. Да, полноценный большой спектакль. Как вы считаете, что самое главное? Почему непременно нужно сходить? Вот что новичок может для себя подчеркнуть, что опытный зритель откроет в этом спектакле? То есть мы содержание уже поняли, а вот особенно для вас кажется ценным? Ну, для меня кажется ценным это увидеть, что же будет в этот раз. Например, для тех зрителей, которые не в первый раз ходят на этот спектакль, будет интересно увидеть его с другой стороны. Потому что его, вот как я уже говорила, 4-5 лет назад он был. Поэтому это для нас тоже вновь, да, и, конечно же, вот приезд приглашенной артистки. Спасибо большое, что пришли в гости. Желаем успехов во всех начинаниях, в том числе в этом спектакле. Ну а наших зрителей приглашаем посетить сегодня волшебную флейту, а с вами мы увидимся уже завтра. До завтра! Встреч.